эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии ведущий Василий Раченко и коротко о темах выпуска. Уже 400 вахтовиков чииндинского месторождения отправили домой. Карантин ввели в одном из общежитий СВФУ после подтверждения коронавируса у студента. Ольга Балабкина призвала якутян принять участие в акции «Свеча памяти» в дистанционном формате. За последние сутки в России подтверждены 10,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Инфицированные обнаружены в 82 регионах страны. Более 50% из них выявлены активно у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни. Выписано из больниц почти 1500 человек. Таким образом, всего в стране на сегодня зарегистрировано более 145 тысяч заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 тысяч. Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1356 человек. Почти 30 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Якутии за минувшие сутки. Общее количество заболевших на сегодня составило 311 человек. За сутки, по последним официальным данным, выявлено 29 случаев заражений. Из них 12 в вахтовом поселке Дорожников в Сунтарском районе. Один человек выявлен в Мегино-Кангаласском районе и 16 случаев заражения зафиксировано в городе Якутске. По Якутску хочу сказать, что из выявленных 16 новых случаев 7 это случаи, связанные с нашей республиканской офтальмологической больницей. Поэтому здесь мы будем принимать все меры, еще раз говорю, для того, чтобы как можно больше охват сделать по контактам, по родным, близким всех пациентов, всех медиков, которые работают в этой больнице, для того, чтобы все-таки мы этот очаг в ближайшие дни погасили. У нас уже 56 человек, вот из этих 311 заболевших всего имеют отношение или к работникам, или к пациентам офтальмологической больницы. В связи с текущей эпидобстановкой в Сунтарском районе глава региона подписал указ о продлении карантина на территории вахтового поселка компании ВОСТ-СИП «Спецмонтаж». Точная дата окончания неизвестна, он продлится до особого распоряжения. 400 человек на сегодня вывезли с чииндинского месторождения. За 2 дня организовано 4 рейса в Башкортостан. Это рабочие, у которых анализы показали отрицательные результаты на COVID-19 и у которых закончилась вахта. Всего таких на предприятии 1800 человек. Тему продолжит Юрий Осипов. На территории чииндинского месторождения официально зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас на всей ее территории действует карантин. Здоровых работников, у которых закончился договор, было решено отправить на родину. Так, 3 мая вылетели первые 2 самолета, в которых в Башкортостан улетели 200 вахтовиков. Развернут обсерватор, подобрали самые лучшие номера, оборудованные комфортные номера. Номера оборудованы всем необходимым: холодильником, телевизором, чайником. В общем, лучшие условия созданы. На родине вахтовиков встретили буквально у трапа самолета. Из аэропорта на специально подготовленных автобусах их сразу же увезли в обсерватор, где им предстоит прожить в изоляции 2 недели. Подготовились для встречи этих пассажиров. Водители одеты в противочумные костюмы, маски, очки, перчатки. С салона автобуса проведена обработка. Сегодня из Талакана в Башкирию будет выполнено еще 2 рейса. Домой полетят вахтовики, которые полностью прошли все проверки и чьи анализы показали отрицательные результаты. Будет сделано 2 рейса, опять же, на Башкирию, которая первая согласилась принять своих вахтовиков. Они готовы были принять даже и своих больных сограждан, но было сейчас принято решение, что в первую очередь должны быть отправлены здоровые. По больным количество больных и так далее будет уточняться после тех анализов, которые как раз сейчас, сегодня, вчера проводят с силами СОГАЗа на территории Чииндинского нефтегазоконденсатного месторождения. По сообщению главы региона Айсена Николаева, на сегодняшний день на чииндинском месторождении уже развернут мобильный госпиталь МЧС и разворачивается пункт временного размещения на 125 человек.
Он отметил, что сегодня ситуация на месторождении находится под полным контролем. Юрий Осипов при содействии башкирского телевидения. Карантин ввели в общежитии номер 9/2 СВФУ. Такое решение принято после выявления коронавирусной инфекции у одного из студентов. Сейчас устанавливается круг его контактных лиц. Производится забор анализов у проживающих там 319 студентов и персонала. Также они будут наблюдаться врачами на протяжении 2 недель. В общежитии проводится санация. Приостановлено передвижение студентов внутри общежития. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в данном общежитии, питанием и медицинскими средствами. Студента сразу после выявления на коронавирус забрали в больницу. Тут самое главное плохо то, что неизвестно, откуда именно он был контактирован с больным с коронавирусом, где заразился. И сейчас мы выясняем. Но самое главное, студент говорит, что он выходил только в магазин, и тут непонятная ситуация, поэтому будем выявлять. Стало известно, что еще один пациент выздоровел от коронавируса в Якутии. Сегодня его выписали из инфекционной больницы города Ленска. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие COVID-19 показали отрицательный результат. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечилось от коронавируса 41 человек. Майские пенсии будут доставлены клиентам Почты России на дом. Доставка выплат, в том числе и пособий, началась с сегодняшнего дня. Об особенностях работы Почты России в майские праздники и в условиях самоизоляции Сергей Михедов. Ситуация с быстрым распространением COVID-19 сказалась и на деятельности Почты России. Максимальный упор на дистанционные услуги. Увеличен и срок хранения посылок. Без крайней необходимости почтовые отделения призывают не посещать. Если посылка не оплаченная, а наложенным платежом, то срок хранения в отделении такой посылки продлен до 60 дней. Что касается режима работы отделений в майские праздничные дни, то будет он следующим. 1 и 9 мая – выходные. 2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику. 4 и 11 мая по субботнему режиму работы, а 5 числа по режиму воскресенья. 8 мая – сокращенный рабочий день на 1 час. Также с сегодняшнего дня начинают доставлять майскую пенсию на дом. Все почтальоны имеют маски, перчатки, и в настоящее время прорабатывается вопрос тестирования всех почтальонов на коронавирус. Иногда происходят и неприятные случаи. К нам в редакцию обратилась жительница Якутска Елена Макарова. Через Почту России она отправила посылку дочери в Красноярск. Однако дома, открыв бандероль, дочь обнаружила совсем не то, что отправляла мама. Вскрыв посылку, она позвонила мне и сказала: «Мам, зачем ты мне вложила туда зефир? Ты же прекрасно знаешь, что я его не люблю». И тут начинается все самое интересное. Где-то на каком-то этапе с посылки был изъят домашний костюм и по весу был заменен зефиром. Для того, чтобы подобных случаев не происходило, необходимо проверять содержимое посылки прямо при получении в отделении почтовой связи. Сейчас сделать это стало гораздо проще, ведь есть отдельная услуга по доставке посылки почтальонам до двери. Мы видим существенный рост спроса на доставку мелких пакетов. Помимо мелких пакетов, Почта России доставляет на дом любую оплаченную посылку. Стоимость 100 рублей за каждую посылку или мелкий пакет. Более того, почтальоны принимают на дому и коммунальные платежи. В апреле якутские почтальоны приняли более 11 тысяч таких платежей, что больше показателей марта на 40%. Это значит, что данная услуга востребована, особенно сейчас, когда любые контакты с посторонними людьми нежелательны. Сергей Михедов, Саргалана Неустроева, Якутск. Протоки Хангалского района начали освобождаться ото льда, в частности в районе села Тумул. Кадры заснял на видео местный житель. Однако под Покровском и под селом Исит, расположенным у границы с Алекминским районом Якутии, лед стоит. Напомню, что пока активная фаза проходит на территории Ленского района. По словам же главного специалиста ГО и ЧС Николая Яковлева, Хангалский район готов к безопасному пропуску паводковых вод. Сейчас завершается отгон лошадей с пойменных участков. Ледоход на территории района ожидается уже в эти выходные, 10-12 мая.
И у нас гидропосты готовы, все наблюдают за уровнем воды. И у нас еще в Титарах и Покровске установлены видеокамеры, которые фиксируют ледоходы, ну и изменения по паводку. Все памятники, связанные с годовщиной Великой Победы, продезинфицируют в Якутии. Соответствующее поручение дал глава региона. Об этом в ходе ежедневного брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу рассказала зампред правительства Якутии Ольга Балапкина. Также зампред призвала якутян поучаствовать в акции «Свеча памяти», которая состоится 7 мая, впервые в дистанционном формате. Ну и 7 мая в республике начнутся мероприятия, направленные связанные с юбилейным 75-летним мероприятием. Это мы призываем всех граждан прийти на свечу, прийти на свечу памяти, которая традиционно проходит 7 мая, но далеко ходить не надо. Да? Проводим мы ее на балконах собственных квартир. А сегодня вот она выйдет в таком варианте. Я думаю, что такой вот онлайн-режим, 75-летие Победы, наверное, он будет для нас, конечно, таким сложным, нетрадиционным, но тем не менее объективно необходимым. В Амгинском же районе к Дню Победы установят макет легендарного советского танка Т-34. Его поставят в память о воинах-амгинцах, защищавших родину на фронтах Великой Отечественной войны. Проект реализовали в рамках местных инициатив. В прошлом году во время подготовки к 75-й годовщине Победы администрация Амгинского наслега участвовала в конкурсном отборе по 3 проектам. Из них отобраны были 2, в том числе и проект изготовления и установки танка Т-34. Автор Ильян Павлов, родом из Статинского района. Он является создателем многих культурных памятников. Макет легендарного танка Т-34 изготовлен по размеру 1 к 1. Все детали сделаны вручную. В эти дни Ильян Павлов установит уже гусеничный трак танка. Размеры с 202 брали. Ну, как бы старались в один. И по масштабу, по всем размерам. Вот старались, как могли. Ну, думаю, получился хороший танк. На 80-й год решаемся, чтобы она еще и двигалась с ревом мотора. Ну, на юбилей, на 80-й год. Юбилейный. В детстве лепили с пластилина. Ну, как бы взрослеем и воплотили в жизнь. Это были главные новости уходящего понедельника. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Всего вам доброго, до свидания и берегите себя.